Добрый день, уважаемые слушатели. Пожалуй, начнем, вернее, даже продолжим, да, нашу беседу, наш цикл встреч, посвященных публичным выступлениям, да, и проведению массовых мероприятий. Мы уже поговорили с вами о многом. В прошлый раз мы рассмотрели такой важный аспект, как имидж, внешний вид, как необходимо выглядеть, как необходимо держаться на публике, да, как необходимо поддерживать свой имидж и почему, и как его можно скорректировать. Сегодня мы продолжим наши беседы и обратимся тоже к такой очень важной теме, теме правильных жестов, да, и жестикуляции в целом. Это действительно для публичных выступлений, это действительно очень важно. Давайте начнем вообще
глобально наш вопрос обсуждать, да, с позы, а как можно обсуждать со зрителями, со слушателями ту информацию, которую вы хотите с ними обсудить, да, или донести ту информацию, которую вы хотите до них донести. Конечно, поза играет здесь очень важную роль. Можно общаться со слушателями сидя. Сидя уместно общаться, если аудитория небольшая, и вас, в принципе, видно, если вы приняли сидячее положение. Если вас не видно при этом, то, конечно, лучше от этого отказаться. И, конечно же, сидя будет удобно, если длительные какие-то лекции, целый, наверное, целый рабочий день у вас связан с публичными выступлениями, тогда можно позволить себе на некоторое время присесть. Но, опять же, с учетом количества человек, которые находятся в аудитории. Если их мало и видно вас сидя, присядьте. Если их много, ну, даже с учетом того, что несколько лекций подряд у вас, садиться ни в коем случае нельзя. Стоя. Вот стоя, да, более популярная поза – это, конечно, проводить мероприятие стоя. Почему? Вас видно с любого ряда, да, слушатель видит объект, который помогает ему получить новые знания, то есть вас, да, и видно, в принципе, хорошо и слышно при этом хорошо. Это тоже очень важно. Если аудитория большая, то выбираем только положение стоя. Или еще важно, можно перемещаться по залу. Перемещаться по залу не только можно, но и нужно, если вместимость зала, ну вот более 100 человек, да, около сотни или более 100. Почему? Потому что очень сложно сконцентрировать на себе внимание многих. Действительно, 100 человек – это большое довольно количество, да, и важно зацепить вниманием каждого. Почему? Потому что статичный объект, он никак внимание не привлекает. Но как только вы начали перемещаться по залу, вы перетягиваете внимание привлекаете, обращаете внимание слушателей, поэтому, ну, действительно, это важно. Поэтому выбираем по ситуации, по количеству слушателей, да, и, конечно же, смотрим на тот параметр, чтобы вас было видно при этом всем и каждому. Если кто-то из задних рядов, который пришел чуть попозже, вынужден как-то приподниматься, да, или двигаться, передвигаться, чтобы видеть вас, этот не подходит вариант, значит, да, то есть как-то нужно ряды расставить соответствующим образом, посадочные места, либо встать таким образом, чтобы было видно любому и каждому и с любого места. Пожалуйста, об этом не забывайте, это действительно очень важно. Ну и жесты, да, обратимся сразу к жестам. Жест – это такая вершина айсберга. Мы видим эту вершину, да, безусловно, но за этой вершиной, я специально для вас привела в пример вот картиночку, да, то есть что скроется за вершиной айсберга? Действительно, очень большой пласт всего-всего-всего. Жесты действительно это ну, такое понятие, которое вроде бы ничего особенного, ты, да, как-то жестикулируешь в процессе своего мероприятия, однако он включает в себя много подпунктов, о которых мы сегодня с вами поговорим. Надо сказать, что слушатели всегда обращают внимание на жесты. Жесты – это основное. Если жестикуляция отсутствует, вас будет просто неинтересно смотреть. Жесты притягивают внимание. Да, они помогают слушателям, да, в тот или иной момент вашей речи обратить внимание на какие-то важные моменты, на какие-то важные слова, на важные аспекты. Да. Вы можете жестом, опять же, показать то, что происходит за вашей спиной, указать на важные моменты вашей презентации и, конечно же, да, обратить внимание слушателей именно на вот какие-то сугубо важные места. Можно ли обойтись? Многие говорят, вообще от жестикуляции стоит отказаться. Жестикуляция – это такой, в принципе, уже и ненужный момент. Нет, без жестикуляции вы будете казаться чем каким-то куклой, да, неживым объектом, который, ну, собственно, как сродни камню. Поэтому от жестикуляции не стоит отказываться. И, ну, живости, конечно, вашему выступлению добавляет динамики, и
обратите внимание, да, вы перемещаетесь по аудитории, если это большая аудитория, да, и представьте, если ваши руки вдоль тела расположены, и вы никак ими не работаете. То есть это, в принципе, немного странно смотрится, ну и некрасиво, да, поэтому важно, даже перемещаясь по залу, обращать внимание, да, на свои жесты и обращать внимание аудитории на ваши руки, да, в моменты, которые важно подчеркнуть. Давайте продолжим. Важно поговорить о том, без каких жестов лучше обойтись. Да? Потому что жестов великое множество, особенно много жестов, если вы обратите внимание на сидящих в зале. Кто-то сидит, скрестив ноги, кто-то сидит, скрестив и руки, и ноги, кто-то скрестив руки, да, кто-то облокотился, кто-то не облокотился, кто-то вперед наклонился к вам. И это тоже очень интересный аспект. Можно посмотреть по реакции слушателей в зале, да, и по их позам можно тоже, собственно, предугадать и понять, интересно ли им ваше выступление, да, заинтересована ли публика, или, может быть, нужно как-то сменить, может быть, темп речи, может быть, о чем-то рассказать, отвлечься, да, может быть, какую-то шутку привести в пример, да, смешной случай рассказать, чтобы как-то аудиторию взбодрить, потому что многие, возможно, уже заскучали. Если вы видите, что отстраненные, то есть можно на это обратить внимание, да, но сейчас мы немного не про это, мы прежде всего поговорим об ораторе, да, потому что нам важно с вами именно это. Значит, не рекомендуется оратору скрещивать руки за спиной, как указано у меня в презентации на картинке, да, на фотографии. Мужчина скрестил руки сзади, видите эту позу, да, вы можете представить, как эта поза смотрится, в принципе, из прямого ракурса, да, то есть как, это человек, собственно, без рук, да, руки он спрятал. Многие ораторы делают это почему? Потому что волнуются, и когда начинается волнение, да, я вам говорила уже, человек начинает хватать слова руками, собственно, да, ищет слова в своей голове и пытается спродуцировать их руками, и поэтому такие вот хаотичные движения, очень много их, и, конечно, это лишнее, да, так вот, такие люди, которые стесняются излишней жестикуляции, они порой прячут руки за спиной. Но это может поза истрактоваться зрителями как закрытая поза, она есть, конечно, закрытая, и что человек не готов к общению. Это, конечно, об этом тоже говорит, что человек не уверен в себе, он не готов к общению, и, в принципе, его слушать неприятно будет зрителям, да, зрителям в зале. Поэтому от такой позы лучше отказаться. Если вы вдруг, да, себя поймали на такой мысли, что вы руки скрестили сзади, ну, сразу исправьте это, да, руки оберните к зрителям, да, и все, конечно, будет уже нивелировано. Давайте дальше. Руки на груди, да, то есть скрестив руки. Во-первых, эта поза говорит о чем? Что вы не намерены общаться, вам не хочется общаться со зрителем, вы не хотите присутствовать в этом зале, вам неприятно. Кроме того, эта поза говорит о некоторой надменности. И опять же, эта поза поза оратора, да, в данном случае, может быть истрактована слушателями как некоторое пренебрежительное отношение к ним, некоторая надменность читается в данной позе, да, и, конечно, слушателям, возможно, захочется покинуть аудиторию, им будет неприятно не задавать вопросы, да, то есть смотрится это так, как я специалист, я скрестил руки, а вы, пожалуйста, хотите, задавайте вопросы, хотите, нет, я, собственно, закрыт для диалога, да, и не хочу сейчас здесь находиться ни с вами, ни в принципе. Поэтому тоже при возможности, да, откажитесь от данной позы, потому что она к диалогу не располагает, и к хорошему отношению со стороны слушателей тоже не располагает. Давайте дальше. Руки в карманах. Очень часто наблюдается, как особенно мужчины любят прятать руки в карман. Делается это, конечно, тоже от некоторого волнения, стеснения, от некоторой неуверенности в себе. И важно тоже избавиться от такой привычки. Почему? Да? Потому что, в принципе, деловой этикет, он позволяет положить на некоторое время руки в
в карман. Но если, да, если это продолжается все ваше выступление, это, конечно, нет, это не дело, да, от этого невозможно так. Представляете, если руки в карманах, ты перемещаешься по аудитории с руками в карманах, ну, то есть некрасивая, во-первых, позиция, да, некрасивая выглядит это все со стороны, и, конечно же, будет неправильно истолковано. Опять же, руки спрятали, когда руки видны зрителям, да, слушателям, тогда понятно, что вы готовы к диалогу, да, то есть поза, как бы, как она говорит, как безоружная, да, то есть я готов, я открыт к диалогу, когда руки спрятаны, где руки, да, то есть руками обычно оратор показывает, что он расположен к аудитории. Если руки спрятаны, расположения такого нет. Поэтому можно на некоторый момент засунуть, например, руки в карман, да, положить их туда, но можно одну руку некоторое время подержать в кармане, но позже это, конечно, исправить. Это недолго, да, должно происходить. Давайте следующую позу посмотрим. Руки на поясе. Да, тоже чаще всего у мужчин, ну и у женщин тоже, в принципе, да, наблюдала. Руки на поясе. Какое, давайте вспоминайте, да, кто так мог стоять? Строгая мама, которая пришла с собрания, да, и ей рассказали про вас что-то нехорошее, либо кто еще? Может, кто-то недовольный, да, то есть, конечно, сразу вспоминаются образы негативные и действительно связывает в наших воспоминаниях с чем-то плохим, нехорошим. Поэтому так стоять ни в коем случае нельзя. Опять же, это поза надменности. То есть оратор, я тут главный, оратор, безусловно, главный в аудитории. Но об этом не надо говорить еще и позами. Да? То есть оратор главный почему? Потому что его слушают. Ему не надо позами показывать, что он главный, надменничать. Да? То есть нет, он показывает свою предрасположенность. А люди уже в аудитории сидящие, они его уважают и при этом, да, слушают и, конечно же, следят за выступлением. От такой позы руки в боки, да, как говорят, если говорить простым языком, тоже лучше и правильнее будет отказаться. Поехали дальше. Руки на лице. Почему некрасиво, да? Представляете, да, когда особенно это возникает, когда человек сидит. Вот он уперся рукой, да, может прикрыть часть лица рукой, может что-то делать, да, трогать на лице, трогать части лица, это неверно. Почему? Когда трогают лицо, это говорит о неуверенности, прежде всего, да. Во-вторых, когда вы закрываете рот руками, что происходит? Просто аудитории будет не слышно то, о чем вы говорите, а вы должны говорить грамотно, красиво и, главное, громко, да, чтобы всем было слышно. Это не дело, если кто-то из слушателей в зале будет прислушиваться, переспрашивать, говорить, что он не расслышал, это сразу сигнал о том, что вы что-то неправильно делаете, да. Если вы не пользуетесь микрофоном в большой аудитории, да, и при этом не прикладываете руки к лицу, то стоит, наверное, воспользоваться микрофоном. Если вы прикладываете руки к лицу и особенно к рту, да, и закрываете тем самым поток, звуковой поток, да, поток воздуха, то, конечно, от этого стоит отказаться. Поэтому, пожалуйста, последите за тем, чтобы ваши руки ни в коем случае возле лица не находились. Если вы какой-то один жест сделаете, там, подумаете, например, да, прикоснетесь раз или несколько раз даже за выступление, пожалуйста. Но если это постоянно, систематически, и тем более, если вы очень длительные, да, такие прикладывания используете, то есть от этого лучше отказаться. Это, ну, это табу, не надо это использовать. Руки на волосах. Но этим часто грешат женщины, но и мужчины бывают, поглаживают себя, да, и, как говорят, какие-то вроде как почесывания, да, когда думают особенно. От этого тоже стоит отказаться, потому что руки на волосах не должны быть. Руки на волосах используют женщины, почему? Когда они гладят, вот что-то неуверенность такую используют, демонстрируют неуверенность и используют такой жест, вот как бы, чтобы ее как-то немножечко свести на нет. От этого тоже отказываемся, да, конечно же. Также, если вы даже встречаетесь, например, в аудитории с противоположным полом, да, то противоположный пол, например, если женщина поглаживает волосы, то мужчина может это интерпретировать как заигрывание в том числе, поэтому тоже в деловой сфере стоит от этого отказаться просто. Поэтому следите за собой. Если есть успех за вами, если у вас длинные волосы, и вам хочется в какой-то момент, да, своего публичного выступления дотронуться до волос, то просто можно сделать
прическу таким образом, укладку сделать, да, которая, помешала бы вам, если вы уберете волосы, да, уже, ну, собственно, не сможет, наверно, м, а, прикасаться к волосам часто, да. Если действительно у вас такая привычка, то с ней нужно бороться. Чаще всего это тоже сопровождается. Вы, надеюсь, после наших лекций вы будете наблюдать за коллегами, в том числе, да, кто как выступает. Вот я тоже очень наблюдаю и вижу, что часто, что всё уже нет. Мгм. Немножко сбой у нас тут произошел, да, меня было плохо слышно. Я говорила о том, что, чтобы отказаться от этой привычки, да, если она у вас все-таки есть, преимущественно у женщин с длинными волосами, если есть привычка трогать волосы, то лучше воспользоваться таким приемом, как делать прическу, да, укладку таким образом, чтобы волосы были собраны назад, и вам просто не было такой возможности у вас трогать эти волосы. Также, да, я вот наблюдаю за коллегами, и вы, надеюсь, после наших лекций наблюдаете за коллегами, и не только за коллегами, но и можно по телевизору наблюдать эти публичные выступления, кто как себя держит, кто как себя ведет, и кто как предпочитает публично выступать. Можно наблюдать, что часто, когда женщина, да, от волнения трогает волосы свои, в речи ее наблюдаются некоторые сбои, например, там заикание, да, она долго там да, которое тоже не допускается, то есть ищет мысли и поглаживает волосы от волнения. Так, значит, от этой позы тоже отказываемся, от этого жеста. Кафедра. Ну вот с кафедрой, конечно, тоже много вопросов связано. Я не знаю, любите ли вы использовать кафедру во время своих выступлений или предпочитаете обходиться без нее, но тем не менее тоже стоит о ней сказать. Кафедра, вот у меня здесь на картинке, тоже видите, да, кафедра, здесь облокотился мужчина, да, то есть он держится за кафедру. Ни в коем случае этого делать нельзя. Кафедра призвана, кафедра служит поддержкой для ноутбука, предположим, для микрофона, для тех бумаг, которые вы с собой принесли, да, возможно, это текст вашего выступления, возможно, какой-то сценарный план, или какие-то материалы, чтобы вы делали записи, например, вопросов, которые могли записать вопросы, которые были заданы в аудитории, но не для поддержки оратора. Да, оратор на кафедру не облокачивается, не ложится и не держится за нее. Очень часто можно наблюдать, как человек от волнения, конечно же, да, от неуверенности в себе, он эту кафедру использует как поддержку для себя, не для своих бумаг, а для себя прежде всего. И он то ложится, то облокачивается, то локтем туда обопрется, да, то есть ни в коем случае этого делать нельзя. Смотрится неэстетично, некрасиво, и, конечно же, бедная кафедра не для этого должна служить. Поэтому от использования кафедры, если у вас есть такая привычка ложиться, облокачиваться и так далее, лучше отказаться от этого. Если все-таки хотите ею пользоваться, да, то помним, что она только для бумаг. Мы можем ее коснуться в процессе выступления, да, можем взять бумаги оттуда, да, поправить микрофон, там может стоять стакан воды для вас, но ни в коем случае, да, не кладем руки на кафедру в режиме нон-стоп, да, то есть обязательно поправляем.
Нормально сейчас? Уважаемые коллеги, прошу прощения, происходят, видимо, какие-то сбои в вещании, поэтому давайте попробуем еще раз, да. Закончу про кафедру. Значит, кафедра выступает тем предметом, который должен служить для поддержания ноутбука, микрофона, стакана с водой, но не для оратора. Если вы хотите в стационарном режиме держать там руки, то лучше от кафедры, использования кафедры вообще отказаться. Поэтому если вы предпочитаете выступление без сценарного плана, без конспектов, что очень похвально, то, конечно же, можно от кафедры в принципе отказаться. Тогда ваши позы будут свободны, тогда вы сможете в свободном режиме перемещаться по аудитории, да, и не будете привязаны к тексту. Это тоже очень важно для уверенности в себе, для раскрепощенности и для ну, такого чувства свободы некоторой, да, во время выступления. Вы не будете привязаны к сценарному плану, следовательно, любой вопрос дополнительный, любое какое-то отхождение от него не вызовет у вас никакого чувства тревожности. Давайте продолжим. Правильная жестикуляция. А что такое, да? А что же значит правильная жестикуляция? Давайте поговорим об этом. Мы поговорили о том, как нельзя, теперь как можно и как нужно. Широкие жесты. Если вы используете какие-то жесты, пусть они будут открытые, пусть они будут широкие. Не нужно пользоваться. Я специально привела вам кенгуру. Называется это такой прием, как лапки кенгуру. То есть у кенгуру как будто бы, да, относительно ног очень короткие лапки передние, да. И вот некоторые люди, ну, возможно, вы тоже замечали, когда они выступают, у них как будто бы руки становятся несколько короче, сжатые такие жесты, и они вот то возле лица сконцентрированы, то как-то вот так вот. И, понимаете, это смотрится некрасиво и даже несколько комично, потому что руки призваны широкие жесты демонстрировать, а именно на такие коротенькие жесты, которые в большинстве своем сконцентрированы возле лица, они не нацелены, просто это смотрится и интерпретируется слушателями прежде всего как тоже неуверенность, зажатость, а это, конечно, зажатость и есть, потому что человек не зажатый, у него все тело функционирует нормально и гармонично. Следующий момент. Руки в верхней половине тела, да, то есть ораторы, вспомните, некоторые ораторы почему-то начинают жестикулировать стоя, да, и руки у них работают в нижней половине туловища, да, то есть такого быть не должно, да, то есть это смотрится некрасиво. Мы рукой работаем и обращаем внимание всех слушателей на важные моменты. Если мы работаем в нижней части тела, кто на них обратит внимание? Да никто. То есть руки, эта жестикуляция своей функции не выполняет. Потому что если с первого ряда еще кто-то увидит, что я где-то там очень робко жестикулирую, то люди с задних рядов ни в коем случае этого не увидят. Поэтому используем только верхнюю половину тела. Да? Ладони обязательно должны быть на виду. То есть это вот, когда мы так машем что-то, да, и тыльной стороной, тыльной частью ладони, да, нет, это не и это интерпретируется, ну, действительно, с некоторой позиции как с минусом, да, мы должны ладонями быть обращены к слушателям, да, открытость, помним. И пример привожу, да, тут картинку, да, фотографию Стива Джобса. Все помнят, да, что это основатель Apple, как раз таки как пример современного оратора, да, как пример современного оратора. И такой действительно достойный пример. Можете послушать его речи. И, кстати, каков вклад его был? Он всегда выступал на большие аудитории. Как теперь дела обстоят у Apple? Давайте вспомним. Стива Джобса не стало в 2011 году, сейчас на дворе 2022, и все эти годы, да, с момента основания Apple, и до сих пор, и, наверное, еще много-много лет так будет, все люди гоняются за
последними моделями действительно айфонов. Потому что Стив Джобс, да, в свое время он убедил людей, что очень важно, да, что очень важно пользоваться имиджевой такой техникой, да, именно брендовой, что его бренд действительно он показатель статусности, показатель качества, показатель состояния, благосостояния человека. Поэтому до сих пор все, да, даже есть, да, приколы в ВКонтакте, там в социальных сетях, как человек кушает роллтон, лапшу, да, но iPhone у него есть. То есть понимаете, какая сила была внушения. То есть и до сих пор многие уверены, что каждую новую модель айфона необходимо приобретать. То есть все, конечно, это заслуга Стива Джобса, его таким уверенным поведением на сцене, да, и его способностью внушать людям, да, и убеждать их в том, что действительно его продукция – это статус, это уважение других к тебе, да, и показатель действительно твоего благосостояния. Давайте дальше. Кто еще? Вот особенно очень в политике это видно. Я привожу здесь пример, фотографию, да, Владимира Ильича Ленина. Он очень часто выступал. Это его позиция такая очень знакомая всем и очень узнаваемая. Да. Опять же, ладони он обращен был всегда к аудитории. Да. Аудитория у него и не 100 человек, и не 1000, да, а порой были многотысячные аудитории. Да, и он всегда стоял таким образом, что его ладонь видели, да, и он акцентировал внимание, да, на важных моментах именно ладонью, да, ладонью открытой. То есть, опять же, говорим, если об эффективной коммуникации, об эффективном публичном выступлении, то, конечно, Владимира Ильича Ленина можно сюда тоже причислить к ораторам, действительно, которые умели убедить публику, умели убедить слушателей, да, и до сих пор действительно Ленина вспоминают, да, и говорят о нем как действительно как о вожде, да, и совершенно не напрасно, потому что он умел работать с публикой. Владимир Вольфович Жириновский, вы, наверное, да, всем известен он и, конечно же, известен прежде всего этим эпатажем и манерой своей жестикуляции, опять же, посмотрите, он тоже всегда был активно очень жестикулировал, да, иногда излишне, но в политике, наверное, не бывает каких-то моментов, которые излишни, то есть он действительно, опять же, выступал не на сотни человек, а на многотысячной аудитории, и, опять же, всех мог в чем-то убедить, да, в чем он был сам уверен, повести за собой, влюбить в себя, да, почему бы и нет. То есть действительно вот эти вот широкие жесты, прежде всего, открытые ладони, да, активная жестикуляция, но в меру пусть у нас с вами будет активная жестикуляция, она позволяет действительно аудиторию во многом убедить, как мы уже поняли, да, поэтому важно этим пользоваться, этим инструментом эффективной коммуникации, эффективного публичного выступления. Давайте продолжим. Можно, если, например, у вас такая беда, как активная жестикуляция, да, вы не знаете, куда деть руки, вы трогаете лицо или вы трогаете ручки, тормошите свои бумажки, перебираете что-то на кафедре, например, то можно использовать иногда такие жесты, чтобы вернуть руки в покой. Да? Это руки возвращаем друг к другу, ставим таким образом, как указано у меня на слайде. Но ни в коем случае таким образом не стоит продолжать общаться, потому что некоторые сложат ладони, потом говорят, ой, а вы можете задать вопрос? Теперь вы задавайте вопрос, а теперь вас хочу услышать, да? То есть таким образом общаться с публикой не надо. Вы сложили, например, на несколько секунд пусть это будет, да? Потом продолжили, руки ваши успокоились, приняли нужное положение, и вы продолжили общаться с аудиторией. Если сложили таким образом руки, главное запомните, да, пусть это будет ненадолго. Да? Продолжим. Аудитория. Теперь поговорим о том, как же вообще работать с аудиториями, да, и где должны располагаться ваши руки при работе с различными аудиториями. Важно запомнить, что чем дальше от зрителя вы, например, давайте представим какую-нибудь аудиторию многоуровневую, да, вы далеко от зрителя. Вот там тогда жесты должны быть шире, чтобы вас увидели. Если вы сидите
В маленькой аудитории жесты не должны быть широкими, да, то есть, например, Владимир Вольфович бы с его жестами широкими, да, жестикуляцией такой активной, он бы был излишне эмоционален для аудитории, например, из 10 человек, но на многотысячную в самый раз. Чем больше аудитория, значит, важно. Чем больше аудитория, тем жесты шире, чем дальше от зрителя, тем тоже жесты должны быть шире. Запомните, пожалуйста, больше аудитория шире. Дальше от зрителя тоже жесты шире. Теперь давайте рассмотрим конкретно по количеству человек в аудитории. Если аудитория маленькая и там до 6 человек, очень важна мимика, очень важно ваше лицо, да, возвращаемся к прекрасному внешнему виду, да, для чего важно аккуратное лицо, для чего важна аккуратная прическа, потому что если вы работаете в маленькой аудитории, то все, внимание, ваше лицо видно во мельчайших деталях, и, конечно же, люди обращают внимание прежде всего на него и на вашу мимику. И поэтому жестикуляция ваша, если у вас аудитория до 6 человек, то можно, в принципе, и присесть, да, и жестикулировать ближе к лицу тогда у вас получится, да, и преимущественно кистями, да, кисти рук у нас работают, а не все, не полностью, да, и предплечья и так далее, плечи. Поэтому тоже обращайте на это внимание. Если от 7 до 40 человек, да, то уже можно задействовать предплечья, и жесты переносятся у нас на уровень шеи, да, от 7 до 40 человек жесты на уровне шеи. И от 40 до 100 человек жесты на уровне плеч и груди. Да? Вот чем больше человек, вы, пожалуйста, запомните, да, лицо это мало человек, да, чуть больше человек на уровень шеи переходим, то есть чуть ниже. Если еще больше человек от 100, прошу прощения, от 40 до 100 жесты на уровне плеч и груди, да, и плюс обязательно, потому что уже 40 человек, 50, 60, 70, 80, 90, 100, это большая аудитория считается. Необходимо перемещаться в пространстве, чтобы постоянно удерживать внимание слушателей на себе. Если перемещаться вы не будете, то, к сожалению, в какой-то момент слушатели ваши заскучают. Запомните, что на динамичные объекты смотреть гораздо приятнее, и это, ну, как-то действительно тонизирует, так скажем, да, активизирует слушателей. Если ваша аудитория очень большая, да, то есть можно представить себе какую-то театральную аудиторию, и она от 100 человек, да, то можно и нужно активно задействовать все тело. То есть, конечно, ходить вы должны, и тогда и жесты ваши будут шире, да, и вы должны использовать, и, конечно, можно и ножкой как-то показать где-то, притукнуть и так далее. То есть вы должны работать телом, вы должны знать, что если в аудитории более 100 человек, то вы уже даже не оратор, вы актер. Конечно, оратор это в любом случае актер, да, он свое представление ведет от и до, и, конечно, вы понимаете меня, но от 100 человек он должен быть актером действительно, что как бы то ни было. Немножко вам покажу алгоритм, о котором я сейчас рассказала, схематично, да. Запомним, да, если от 2 до 6 человек жесты на уровне головы, на уровне лица, они не должны быть столь широкими, да. Если от 7 до 40 человек, то это уже переходим на уровень шеи, ниже, да. Если от 40 до 100 уже уровень плеч или груди, да, и жесты становятся шире еще, да, еще шире. Если от 100 человек, да, то мы уже актеры, работает все тело, мы должны перемещаться. Не только можем, но и обязаны перемещаться по аудитории, по сцене, да, обязательно должны показывать и поворотом головы, да, и какие-то презентации поворотом головы указать, да, и пройтись, и обойти, возможно, презентацию с другой стороны, да, экран, чтобы вы были динамичным, чтобы вы смотрели действительно интересно на сцене. И тогда, конечно, жесты ваши будут уже шире, чтобы удержать вот это вот внимание на себе. Да? А теперь заметим, да, что вроде бы как, поговорили с вами о политиках, что вроде бы как, да, чем больше аудитория, тем жесты, руки должны быть ниже, а у политиков, да, они наоборот, чем больше аудитория, тем выше. Ну, потому что действительно, если
чаще всего они стоят на трибунах, да, должны быть видны, и поэтому руки они поднимают выше. То есть вот это правило для политики не всегда работает. Поэтому, пожалуйста, это учитывайте, да, но с ладонями все работает в любом случае. Сегодня рассмотрели с вами такой важный аспект, как жесты. Пожалуйста, не пренебрегайте. Мы приближаемся к финалу. Стас, нам нужно будет снять скриншот. Мы приближаемся к финалу. Значит, поговорили о жестах, о таком важном действительно моменте в любом публичном выступлении. Без жестов обойтись ни в коем случае нельзя. Поэтому кто говорит о том, что и кто сторонник того, что руки убираем, нет. Руки должны присутствовать. Руки – это ваш помощник. Рука, да, открытая рука ставит определенные акценты в вашем выступлении, обращает внимание на важные вещи, да, актуализирует внимание, акцентирует внимание. Поэтому, пожалуйста, используйте руки и имейте в виду те рекомендации, которые мы сегодня с вами увидели. Спасибо большое за внимание и надеюсь на следующую нашу скорую встречу.